В администрации города ежегодно в преддверии Дня пожилых людей проходят встречи представителей администрации городского округа с ветеранами войны и труда, тружениками тыла, пенсионерами Сибая. Цель мероприятия – всеобщими силами решить либо посодействовать в решении проблем пожилых людей. Беспокоят пенсионеров не только личные вопросы, но и проблемы всеобщего характера. Огромное количество посетителей было к первому заместителю главы администрации Ильфату Сафину, который также является исполняющим обязанности мэра города. Ильфат Фазулович и специалисты отдела промышленности, строительства, транспорта и связи, секторов по жилищным вопросам, муниципальному контролю выслушали от горожан проблемы коммунального характера. Наши в Камышах каналы все закрыли, там же болото. Открывать надо, копать надо все. И Худайбердин все закрыли, и Мирный также нельзя. Вот за это я. Ну, у нас такой вопрос. Уже 23 года живем на Южном, и нету воды. На многие вопросы ветераны сразу получили ответы от представителей администрации и руководителей структурных подразделений. Остальные взяты под контроль. Несколько обращений касались реализации республиканской программы по ликвидации аварийного жилья. Возникали вопросы по оформлению пенсии. Были и те, кто жаловался на одиночество. Люди, прожившие активную насыщенную жизнь, нуждаются просто в хорошем собеседнике. Пенсионерка Галия Аргенбаева, например, знает лекарства от скуки. Она активно занимается рукоделием и обратилась с просьбой выделить помещение под клуб по интересам. Я хотела насчет помещения, чтобы рукоделием заниматься для города. А то все города участвуют везде, а у нас нет. Так-то помаленько с детства занималась, чуть-чуть, а так вот после пенсии капитально. Лоскутное шитье, вязание, оригами, квильт, разные. Ответы, затрагивающие интересы широкого круга населения, будут размещены на официальном сайте городского округа и в местных средствах массовой информации. Ляна Кириллова, Гульхамитов, Радмир Сингулов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ.